Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. И дошли из Туркменистана. Салам алейкум, уважаемые братья, сестры, близкие, знакомые, туркменистанцы, ну и другие люди мира всем. И начали мы читать в начале месяца Раджаб Куран на туркменском языке. И так как были от наших слушателей, в основном граждан Туркменистана и других стран, которые понимают по-русски, а что тут написано, можно ли перевести. И в связи с этим сегодня будем читать Коран на русском языке, что означает, о чем повелевает Аллах Всевышний, Аллах Та'аля нам в Коране. И начинаем от первой суры Корана, сура Аль-Фатиха. Бисмиллахир Рахманир Рахим. Сура начинается именем Аллаха Единого, Совершенного, Всемогущего и Безупречного. Он милостивый, податель блага великого и малого, общего и частного, и вечно милосердный. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Эта сура мекканского происхождения. Она была ниспослана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи да благословит его Аллах и приветствует, до хиджры. Сура состоит из 7 аятов, она называется «Открывающая книгу» Аль-Фатих. Потому что это первая сура по порядку расположенная в Божественном Коране и первая сура, ниспосланная полностью. В этой суре говорится о совокупности идей и общем значении Корана, который подтверждает единобожие, является благой вестью для верующих, предупреждает о наказании неверующих и грешников, указывает на необходимость поклонения Господу, на путь к счастью в настоящей и будущей жизни, и рассказывает о тех, которые повиновались Аллаху и обрели блаженство, и о тех, которые не повиновались Ему и оказались в убытке. И поэтому эта сура называется «Мать книги». Все виды прекраснейшей хвалы Аллаху Единому за все, что Он предопределил для своих рабов. Вся слава Аллаху, Творцу и Господу, обитателей миров. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Ар-Рахман ар-Рахим. Аллах всемилостив. Он один, источник милосердия и податель всякого блага, великого и малого. Малики Евмиддин. Аллах один, властелин судного дня, дня расчета и воздаяния. И никто, кроме Него, не властен ни над чем в этот день. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Тебе одному мы поклоняемся и лишь к Тебе о помощи взываем. Ихтинас сираталь мустаким. Веди нас прямым путем, путем истины, блага и счастья. Сираталь лазина анамта алейхим гайрил магдуби алейхим валатта'аллин. Путем Твоих рабов, которых Ты наставил на веру в Тебя и которым Ты оказал свою милость, направив их на прямой путь и оказав им свое благоволение, но не тех, которые вызвали Твой гнев и сбили с пути истины и блага, отклоняясь от веры в Тебя и не повинуясь Тебе. Садакаллаху азим. И переходим, возможно, к самой длинной суре Корана, Аль-Бакара. Бисмиллахи рахмани рахим. Алиф, лям, мим. Сура Аль-Бакара открывается этими буквами арабского алфавита, чтобы обратить внимание на чудо и неподражаемость Корана, хотя и не спослан на арабском языке, но неповторим. Кроме того, эти буквы привлекают внимание слушателя к благозвучности Корана во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Эта сура мединского происхождения и состоит из 286 аятов. Она была ниспослана Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, саллаллаху алейхи вассалям. После хиджры в Медину сура Аль-Бакара – самая длинная сура Корана по порядку расположения сур в нем. Эта сура начинается с подробного разъяснения мыслей, содержащихся в конце суры Аль-Фатиха. Она подчеркивает, что Коран является руководством, посланным Аллахом для богобоязненных. В ней рассказывается о верующих,
которым Аллах даровал свое благоволение, и о неверных и лицемерах, вызвавших на себя гнев Аллаха. В данной суре указывается на истину Корана, на его истинный призыв к благочестию и на то, что люди делятся на три категории: на тех, которые истинно верят в Аллаха, на тех, которые не признают Аллаха, и лицемеров. Сура призывает людей поклоняться только Аллаху одному, содержит предупреждение неверующим и благую весть для верующих. В суре Аль-Бакара рассказывается о сынах Израиля, напоминает им о днях милости Аллаха к ним, о временах Мусы, Моисея, мир ему, и о наполненной удивительными событиями истории сынов Израиля с ним. Почти половина суры посвящена напоминанию сынам Израиля об усилиях Ибраима, Авраама, алейхиссалама, и Исмаиля, алейхиссалама, построить Каабу. Такого типа рассказы используются в качестве назидания и совета верующим, чтобы они думали перед тем, как действовать, принимая как поучительный урок то, что случилось с иудеями и христианами. В суре содержится обращение к людям Корана, указывается на общее между народом Мусы и народом Мухаммеда, благодаря Ибрагиму, его руководству и потомству, и рассказывается о Кибле. В этой суре говорится о единобожии и о знамениях Аллаха, подтверждающих это, о многобожии, о запрещенной пище и о том, что запрещать и разрешать может только Аллах. В ней разъясняется, что такое благочестие, а также содержится наставление Аллаха относительно поста, завещания, приобретения имущества людей обманным путем, возмездия, сражения на пути Аллаха, паломничества хаджа, малого паломничества умры, вина, майсира, азартных игр, брака и развода, установления женам срока после развода, в течение которого они не могут выйти замуж за другого человека, кормление ребенка матерью, расхода денег, торговли, долговых расписок, ростовщичества, долгов и тому подобное. В суре говорится также о вероучении, единобожии и воскресении. Все это ясно изложено в суре, чтобы направить человека на истинный путь и научить правильно вести свои дела. Сура заканчивается мольбой верующих, обращенной к Аллаху, поддержать их и помочь им против народа неверного. Сура содержит ряд назиданий. Следование прямым путем Аллаха и его религии ведет к счастью в настоящей и в будущей жизни. Не следует разумному человеку, призывая других к благочестию и благодеянию, самому уклоняться от этого. Добро предпочтительно, а зло недопустимо. Сура Аль-Бакара ясно указывает на то, что религия основана на трех постулатах: безусловное признание Аллаха, истинная вера в день воскресения и суд, и благодеяние. Воздаяние дается за веру и деяние. Условия истинной веры – полное и смиренное повиновение души и сердца всему, что ниспослано пророку. В суре говорится о том, что не мусульмане до тех пор будут недовольны мусульманами, пока мусульмане не последуют за них религии. Опекунство по шариату должно принадлежать только верующим в Аллаха и людям справедливости, а не неверующим, нечестивым, несправедливым. Вера в религию Аллаха в том виде, как она была ниспослана, требует единства и согласия между людьми, и нарушение этого условия ведет к разногласию и расколу. Терпение и молитва помогают человеку совершать великие деяния. Аллах разрешил своим рабам хорошую пищу, изобретел вредную для человека пищу, и только Аллаху принадлежит право разрешать и запрещать. Если же человек в силу обстоятельств вынужден есть запрещенную пищу, чтобы спасти свою жизнь, это не будет грехом, ведь Аллах не возлагает на человека ничего невозможного для него. Здесь также указывается на то, что никто не понесет наказание за злодеяния, совершенные другими. Указано на такое качество, как добродетель, и на то, что человек не должен подвергать себя ненужной опасности для достижения своих целей.
которых он может достичь общепринятыми действиями. На долг мусульманина по отношению к себе и другим и на его обязанности перед Творцом. Религия запрещает насилие. Ислам разрешает вести сражения только для того, чтобы защищаться и обеспечить свободу и суверенитет ислама в своем обществе. Каждый человек должен стараться жить по законам Аллаха в настоящей жизни, готовя себя к будущей жизни. Вера и терпение ведут к победе справедливого верующего меньшинства над несправедливым неверующим большинством. За. Данная совершенная книга Коран, который является нашим руководством, не допускает никакого сомнения в том, что она ниспослана Аллахом и пронизана духом правды, ведущей к истине. Коран– руководство для богобоязненных и благочестивых. Это те, которые сильно верят в тайное и в то, что не может быть постижимым или понятным зрением, как ангелы или последний день. Ведь основа искренней веры и религии– вера в сокровенное. Те, которые превозносят Аллаха и смиренно выстаивают молитву, те, которые из того, чем наделил их Господь, расходуют на благие дела. Это те, которые искренне верят в то, что ниспослано на тебе, о Мухаммад, алейхиссалату вассалам, Коран, и во все, что содержится в нем, и соблюдает его заветы и установления, верит во все, что ниспослано, верит во все, что предписано Аллахом в книге, что было бы ниспослано до тебя, другим пророкам, Тору и Евангелие, поскольку у всех посланий Аллаха одна основа и твердо убеждены в наступлении судного дня, в награде и наказании в этот день. Эти люди находятся на прямом пути от Аллаха руководства для них, и они достигнут успеха и будут счастливы награды от Аллаха за их повиновение Аллаху и отстранение от запрещенного. А те невежественные, которые не уверовали и упрямо не обращают свои сердца в сторону Аллаха, все равно им, увещевал ты их, о Мухаммад, или не увещевал. Они не веруют. Аллах наложил печать на их сердца и слух, и на их взорах завеса. У них темный ум, и они не слышат его истинного обещания и не понимают знамения Аллаха. Для них будет великое наказание. Среди людей есть такие, у которых на языке то, чего нет в их сердцах. Они говорят, что уверовали в Аллаха и в судный день, но на самом деле они не веруют и не входят в число верующих. Они пытаются обмануть Аллаха Всеведущего, который знает все, что они тайно скрывают в своих сердцах и умах, а также тех, которые уверовали. На самом деле они обманывают только себя и вредят только себе. В их сердцах болезненная зависть и ненависть к верующим, а также испорченная вера. Аллах же увеличил их заблуждение и зависть победы истины. Их ждет в земном мире и в будущей жизни мучительное наказание за то, что они лгут и отрицают истину. А когда верующие говорят этим лицемерам, чтобы они не сеяли нечестие на земле, не вносили раскол и не разжигали войны, они, отвергая от себя все это, отвечают им, что творят благое и стараются, чтобы люди отказались от неправильного образа жизни и встали на прямой путь. Это ложные речи каждого хитрого распутника. О верующие, обратите внимание на то, что на самом деле благое, о котором они говорят, это нечестивость и гибель, но они из-за высокомерия этого не понимают и не знают дурных последствий этого лицемерия. А когда им говорят, советуя и наставляя, уверуйте, как уверовали лучшие люди, и поверите во всемогущество и силу Аллаха, они отвечают, разве мы будем верить, как уверовали невежественные глупцы? Поистине, они сами глупцы, потому что говорят в глубине души, что нет Аллаха, но они также невежественны, что не знают истины. И когда эти лицемеры встречают тех, которые истинно уверовали, они говорят, мы тоже уверовали и верим в Аллаха и в посланника. Когда же они остаются со своими нечестивыми сообщниками, похожими на шайтанов, они утверждают, что они их соучастники, и что они только издеваются над верующими и презирают то, что верующие считают священным. Аллах, хвала ему всемущему, накажет их за издевательство над верующими и поиздевается над ними еще более усилив заблуждение, в котором они пребывают,
и им будет великое наказание. Это те, которые выбрали путь заблуждения вместо руководства Аллаха к правильному пути. Они похожи на купца, который выбрал неприбыльную торговлю и потерял свой капитал. Они не были на верном пути. Они подобны тому, кто зажег огонь для себя и своих людей, а когда огонь осветил все вокруг, Аллах унес свет и оставил их во мраке, так что они ничего не видят и нуждаются в физическом, духовном и умственном прозрении. Аллах указал им правильный путь, но они не приняли его, их сердца были запечатаны, и они не видели истины, не остались в растерянности и заблуждении. Так им и следует. Глухие, немые и слепые по отношению к свету Аллаха и Его истине, они не могут возвратиться с пути греха на прямой путь, указанный Аллахом. Они в своем заблуждении, как люди, окруженные дождевой тучей с неба, мраком, громом и молнией. Они затыкают пальцами уши, опасаясь смерти от ударов молний, и думая, что таким образом они смогут предотвратить смерть, когда им не спосылается Коран, предупреждающий о наказании неверующих и объясняющий ясный свет веры. Они отклоняются от него и думают, что их отстранение спасет их от наказания Аллаха. Аллах объемлет неверующих. Сильная молния почти слепит их. Как только она светит им путь, они идут при ней, а когда мрак окружает их, они неподвижно замирают, не зная, куда идти. Эти лицемеры, видя знамения Аллаха на земле и на небесах, которые удивляют и поражают их, готовы следовать по прямому пути Аллаха, но спустя некоторое время они возвращаются к неверию. Если бы Аллах пожелал, то отнял бы у них слух и зрение, ведь Аллах всемогущий и над всякой вещью мощен. О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Он ваш Творец и Творец всего сущего. Поклоняйтесь Ему определенными действиями и обрядами, и у вас будут чистые сердца, полные благоговения. Может быть, вы будете богобоязненны. Это Аллах, который своей мощью расстелил землю для вас, чтобы вы могли жить на ней и пользоваться ею. Сотворил небо, заполнив его небесными светилами, низвел воду с небесного свода, благодаря которой цветут разные растения и деревья, и вывел ею плоды, служащие пропитанием для вас. А потому не допускайте каких-либо божеств, равных Аллаху, в то время, как вы знаете, что нет у него сотоварищей, не искажайте правды. Если вы сомневаетесь относительно правды и подлинности Корана, который мы ниспослали нашему рабу, пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, то принесите хоть одну суру, подобную любой суре Корана, по красноречию, назиданиям, науке и руководству, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, которые могли бы свидетельствовать, если вы правдивы, но вы их не найдете. Аллах не будет вашим свидетелем, ибо Он поддерживает своего раба ниспосланным писанием. Если же вы не сможете принести суры, подобные суре, ниспосланные Аллахом, а вы никогда не сможете этого сделать, потому что это не в силах человека, так как Коран – это слова Творца, то побойтесь огня, топливом для которого будут неверующие и камни, статуи идолов. Этот огонь уготован неверным, которые не признают Аллаха. И обрадуй, о Мухаммад, тех, которые уверовали в Аллаха, Его пророка и Его книгу без всякого сомнения и творили добро. Для них будут прекрасные сады блаженства, по которым текут реки. Всякий раз, как они вкусят от плодов, они будут говорить: это похоже на то, что было даровано нам раньше. Но эти плоды схожи только по форме. На самом же деле райские плоды отличаются своим приятным вкусом, дающим неслыханное наслаждение. Для них в раю чистые и благочестивые супруги, там они пребудут вечно. Поистине, Аллах приводит людям притчи, чтобы учить их правильному поведению, представляя маленьких и больших в своих притчах. Аллах не смущается приводить притчу про какого-нибудь комара или про что-либо более ничтожное, прибегая к аллегории, чтобы учить людей правильным моральным и духовным отношениям. Те, которые не уверовали, критикуют такие примеры о маленьких существах и все больше влюбляются в заблуждение. А те, которые уверовали, знают, что притча, приведенная Аллахом Творцом,
истина. Те, которые нарушают договор с Аллахом после его закрепления с разумом и божественным посланием и разделяют то, что Аллах повелел соединить, отношения с родными, гуманность и милость, творят непотребство на земле, плохими отношениями разжигают вражду, разногласия и войны, окажутся в убытке. Они познают стыд в настоящей жизни, и их ждет наказание в жизни будущей. Как вы можете не веровать в Аллаха, если нет никакого повода для вашего сомнения, на который можно было бы опереться в вашем неверии? Он оживил вас, дал вам жизнь, и Он умертвит вас, когда наступит определенный час для вашей смерти. Потом, в предопределенный срок, оживит вас, и к Нему только вы будете возвращены на суд и наказание. Он тот, который сотворил вам все благое на земле, потом обратился к небу и устроил его из 7 небесных сводов. Он во всякой вещи знающий. Поистине только Аллаху нужно поклоняться и повиноваться. Аллах, хвала ему Всевышнему, разъяснил, как он сотворил человека, поставил его наместником на земле и одарил его знаниями о вещах. Вспомни, о Мухаммад, еще другую милость Аллаха, оказанную человеку, когда Господь объявил ангелам о своем решении поставить на земле наместника Адама и его потомство и даровать им знания. Ангелы спросили: «Разве ты поставишь на ней того, кто будет творить там непотребство, проливать кровь, сеять вражду из-за своих нечистых страстей? А мы возносим тебе хвалу, славим тебя, отвергаем от тебя все, что не подобает тебе, и превозносим твои благодеяния». Он сказал: «Поистине я всеведущий и знаю то, чего вы не знаете». Аллах сотворил Адама и научил его именам и названиям предметов, которые будут употребляться в жизни. Затем он предложил ангелам предметы, связанные с человеческой мыслью и образом жизни, и сказал: «Сообщите мне имена этих, если вы правдивы в том, что имеете больше прав быть наместниками на земле, благодаря вашему поклонению и повиновению мне, и что нет лучше вас. Хвала тебе, мы отвергаем от тебя все, что не подобает тебе», — сказали ангелы. «Мы признаем свою неспособность и не возражаем. Мы знаем только то, чему ты нас научил. Поистине ты всезнающий, мудрый во всех делах». Аллах сказал Адаму: «О Адам, сообщи ты им название этих предметов и их предназначение, которым ты научился». А когда он сообщил им их название, то Аллах сказал: «Разве я вам не говорил, что знаю все сокровенное на небесах и на земле, и то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете в душах?» И вот мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму». И поклонились они ему, кроме Иблиса. Он превознесся и отказался поклониться, и оказался в числе неверующих. Потом Аллах сотворил жену Адаму и сказал: «О Адам, поселитесь с супругою своей в раю и питайтесь, как хотите и где пожелаете в свое удовольствие. Но не приближайтесь к этому дереву, не вкушайте от его плодов, чтобы не оказаться из неправедных, не повинующихся Аллаху». Но из-за зависти и ненависти Иблис обманул их и соблазнил отведать плодов от запретного дерева, и они совершили грех, поддавшись этому соблазну. Таким образом, шайтан привел их к утрате блаженства, дарованного им Богом. И Аллах сказал им: не свергнитесь, вы будете жить на земле вместе со своим потомством, будучи врагами друг другу. И будут одни из вас враждовать против других из-за козней и подстрекательства шайтана. Отныне на земле для вас место пребывания и использование ее для проживания до времени, назначенного мной. Адам и его жена глубоко почувствовали свою вину и зло, которое они причинили себе. И Аллах внушил Адаму слова, которые помогли ему просить прощения у Господа. Адам стал каяться, и Бог простил его. Аллах всегда принимает искренние раскаяния, Он милосерден к своим рабам. Мы сказали Адаму, его жене и Иблису: не свергнитесь отсюда вместе, а если придет к вам от меня руководство, то над теми, кто последует за моим руководством, не будет страха, и не будут они печальны. А те, которые не веровали и считали ложью наши знамения,
пророков и Писания будут обитателями огня. Они в нем вечно пребудут. О сыны Израиля, вспомните милость мою, которую я оказал вам и вашим отцам. Думайте об этом и будьте мне благодарны и признательны. Верно соблюдайте обет, который я взял с вас, веру в Аллаха и добродеяние и веру в пророков, которые будут посланы после Мусы. Тогда и я буду соблюдать мой завет с вами. Даю вам добрую награду и вечный рай. Только меня искренне почитайте и избегайте моего гнева. И веруйте в Коран, который я ниспослал подтверждение истинности Писаний, находящихся у вас в единобожии и поклонении Аллаху, и справедливость в отношениях между людьми. Не торопитесь отнестись к нему с недоверием, и не будьте среди людей первыми, которые отвергают его, вместо того, чтобы быть первыми из уверовавших в него. Вы не принимаете за истину мои пророчества, знамения и моего пророка, отказавшись от истинной цены в угоду суете быстротечного и быстроисчезающего мира. Будьте осторожными, не вызывайте мой гнев. Идите по моему пути и отвернитесь от заблуждения. Бойтесь меня. И не облекайте неспосланную мною истину для руководства, выдуманную вами ложь. И не скрывайте истину, в том числе истину Мухаммада, в то время как вы знаете, что она отражает действительность. Веруйте в меня, выстаивайте молитву как положено, давайте зякат, очистительную милостью, тому, кто его заслуживает, и кланяйтесь вместе с совершающими коленопреклонение в совместной молитве передо мной, чтобы получить воздаяние за молитвы. Для этого требуется, чтобы вы были мусульманами. Неужели вы повелеваете оказывать милость и творить добро в то время, как сами не делаете того, к чему призываете, и не следуйте по пути мудрости и благочестия? А ведь вы читаете Писание Тору и знаете ее текст, в котором есть предостережение тем, у которых слово расходится с делом. Неужели вы не образумитесь, чтобы изменить такое безрассудное поведение? Призовите на помощь терпение, исполняя предписанные религиозные обязанности, чтобы предостеречь себя от неправильных поступков, и запаситесь чудесной молитвой, которая очищает сердце и удерживает от мерзости и гнусности. Молитва Аллаху кажется людям великой тяготой, но только не для смиренных, сердца которых наполнены религиозными и духовными добродетелями. Для тех, у которых сердца спокойны, которые твердо верят в последний день и в то, что они встретят своего Господа, что они к ним вспомните с благодарностью и признательностью милость мою, которую я оказал вам, спасший вас от гнета фараона и направив вас на истинный путь, сделав вас сильными на земле, после того, как вы были униженными. Благодарите же меня и подчиняйтесь мне, вспоминая, что я даровал вашим предкам то, что не давал никому из ваших современников. Обращение здесь направлено к сынам Израиля в лице иудеев, современников посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И бойтесь дня страшного суда, дня воскресения, когда ни одна душа не возместит за другую душу, и не будет принято от нее заступничество за другую душу, и не будет принят выкуп в оплату за грехи. Никто не сможет защитить другого от наказания за его грехи. Вспомните, что мы спасли вас от тирании и гнета фараона и его помощников, которые подвергали вас жестокому наказанию. Они убивали ваших сынов, опасаясь, что один из них может положить конец власти фараона. Они оставляли в живых ваших женщин, чтобы пользоваться ими. В этом для вас великое испытание от Господа вашего и проверка ваших действий и поступков, которые будут отражать вашу настоящую веру. Вспомните великое событие, когда мы разделили для вас море, чтобы дать вам проход, и спасли вас от мстительных людей фараона, которые преследовали вас, и мы потопили людей фараона, а вы смотрели. И вот мы даровали Мусе благословенную встречу и организовали место и время, где и когда мы покажемся перед его мысленным взором, и он будет слушать нас в течение 40 дней и ночей. Вернувшись, Муса нашел, что вы в его отсутствие взяли себе для почитания тельца, которого сделал некий самаритянин,
и вы были нечестивы, приписав соучастника Аллаху, вашему Творцу и Спасителю. Потом, когда вы раскаялись в своем грехе и попросили у Аллаха прощения за него, мы пощадили и простили вас. После этого, может быть, вы будете благодарны вашему Господу за эту милость. Вспомните, когда мы ниспослали Мусе книгу Тору, которая различает истину и ложь, и то, что дозволено и что запрещено. Это руководство, может быть, вы пойдете прямым путем. Вспомните, что сказал вам Муса, когда вы поклонились Тельцу. «О, народ мой, вы сами себе причинили зло, взяв себе Богом Тельца. Обратитесь к вашему Творцу с глубоким раскаянием и осудите свои злые и безрассудные души, и унести их, чтобы они возродились и превратились в чистые души. И Аллах помог вам в этом, и это было лучше для вас перед вашим Творцом. Аллах принял ваше раскаяние и простил вас. Он милосерден к обращающимся к Нему с раскаянием». И вот вы опять сказали Мусе: «Мы не поверим тебе, пока не увидим лик Господень ясно своими глазами». И вас поразила страшная молния, и огонь с неба за вашу настойчивость, несправедливость, неверие и требования невозможного. Вы погибли, пока смотрели на это бедствие. Потом мы вернули вас к жизни. Может быть, вы будете признательны и благодарны нам за нашу милость. И мы закрыли вас облаком от сильной жары солнца и низвели вам манну и перепелов, блаженную пищу, и сказали: питайтесь благами, которые мы вас наделили. Но эти люди оказались неверными. Они не признавали блага Аллаха и не подчинились его власти. Не нам они причинили несправедливость, а самих себя обидели, потому что это они будут переживать тяжкие последствия неповиновения Аллаху. Вспомните, о сыны Израиля, когда мы сказали вам: войдите в этот большой город Иерусалим и питайтесь там, где и как пожелаете, в свое удовольствие, и входите в назначенные вашим пророком ворота, смиренно поклоняясь и прося прощения за свои грехи. Мы простим ваши прегрешения и возвеличим делающих добро. Но те, которые были несправедливы, ослушались повеления Аллаха и, издеваясь, заменили то правдивое, что им было сказано, другим ложным словом, которое они сами сочинили. Аллах низвел на тех, которые были несправедливы, мучительное наказание за то, что они были нечестивы и не повиновались предписанию Аллаха. Вспомните, о сыны Израиля, когда ваш пророк Муса попросил у нас питья для своего народа, страдавшего от жажды в пустыне. И мы сказали: ударь своей палкой о скалу. И забили из-под нее 12 источников, так что каждое племя знало место, где им пить. Ешьте и пейте из даров Господних, и не творите зла на земле, распространяя нечестие и грехи. Вспомните, о иудеи, также тот день, когда ваши предки проявили недовольство и не выразили благодарности Аллаху за его благо, и сказали Мусе: «О Муса, мы не можем выносить одну и ту же пищу, манну и перепелов. Воззови ради нас твоему Господу, пусть Он низведет нам то, что произрастает на земле из овощей, огурцы, чеснок, чечевицу, лук». И сказал Муса, удивляясь: «Неужели вы просите заменить то, что лучше, тем, что хуже и ниже? Если это ваше желание, тогда спуститесь в один из городов, и там вы найдете, что хотите, и просите». Из-за их упрямства и неблагодарности Аллаху были ниспосланы им унижение и бедность, и навлекли они на себя гнев Аллаха. Это за то, что они не уверовали в знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков из своего народа. Это за то, что они из-за упорства и бунтарства ослушались Аллаха и были грешными преступниками. Те из последователей пророков, которые уверовали ранее, и иудеи, и христиане, и те, кто поклонялся планетам и ангелам Сабеи, и те, кто уверовал в миссию Мухаммада, придерживался единобожия, веры в Аллаха Всевышнего, единого, и в последний день, день суда, и в воздаяние, и творили благо, им награда от Господа за почтение. Нет над ними страха, и не будут они печальны, ведь награда за добрые деяния не пропадет у Аллаха. Вспомните, что однажды, когда вы стояли у подножия горы, мы скрепили договор с вами и подняли над вами гору, и вас обхватил благоговейный страх, и вы были покорны Богу.
Мы сказали вам, чтобы вы твердо следовали тому, что мы даровали вам, руководству и соблюдали его законы и правила, и следовали нашим заповедям. Может быть, вы будете богобоязненны. И относились с глубоким покорным почтением к Аллаху и берегли себя от наказания. Но после всего этого вы были непокорными, и если бы не благословенность Аллаха к вам и Его милость, то вы были бы среди заблудших, обреченных на гибель. Вы знаете, без сомнения, тех, которые нарушили субботу, день, назначенный нами для отдыха и богослужения. Они же осквернили себя грехом, производя в этот день лов рыбы. Мы лишили их милосердия Аллаха, изменили их сердца так, что они стали как презренные обезьяны по характеру, поведению и страстям, от которых люди отворачиваются и которых они отвергают. То, что постигло их по воле Аллаха, служит назиданием и предостережением для их современников и для тех, которые будут после них, и наставлением для богобоязненных. Ведь богобоязненные извлекают уроки из притчи и назиданий. И когда был убит человек в народе Мусы, и они не знали, кто его убил, Муса сказал своему народу: «Аллах приказывает вам принести корову в жертву». Они, удивляясь, сказали Мусе: «Не насмешку ли какую нами хочешь сделать?» Муса сказал: «К Аллаху я прибегаю, чтобы не оказаться глупцом, издевающимся над его рабами». Тогда они сказали Мусе, колеблясь относительно коровы: «Призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, какова она». Муса сказал: «Вот, он говорит, что она корова, не старая и не тёлка, средняя по возрасту между этим. Бог повелел, и вы делаете то, что вам приказано». Но опять они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, каков ее цвет». Муса сказал: «Бог говорит, что она корова желтая, светел цвет ее, радует она смотрящих». Опять они сказали Мусе: «Призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, какова она, ведь коровы похожи одна на другую, и мы будем, если пожелает Аллах, на верном пути». Муса сказал: «Бог говорит, что она корова, не изнуренная ни пахотой земли, ни орошением нивы, сохранившаяся в невредимости, нет отметины на ней». Тогда они сказали Мусе: «Теперь ты доставил верные признаки», и они нашли эту корову и закололи ее, хотя чуть не отказались сделать это из-за множества вопросов и упрямства. Тогда Аллах сказал им: «Вы убили душу, и преступление было покрыто тайной, и вы, споря между собой, обвиняли в том одни других, отрицая преступление. Но Аллах знает истину, и Он раскрыл то, что вы старались скрыть. Мы приказали Мусе сказать вам: ударьте убитого чем-нибудь от этой коровы. Вы так сделали, и мертвый ожил на некоторое время, за которое он назвал имя убийцы. Это знамение послано Аллахом Мусе. Может быть, вы уразумеете и обратитесь своими сердцами к нему, потому что Аллах всемогущ и над всякой вещью мощен, и своей мощью он оживит мертвых в день воскресения». После всех этих знамений Аллаха и Его милосердия, которые могут проникнуть и в каменное сердце, ваши сердца не стали богобоязненными, а затвердели как камень или стали еще более жестоки. Ведь среди камней есть такие, откуда выбиваются источники и реки, и среди них есть те, что низвергаются смиренно от страха перед Аллахом Всевышним с глубоким покорством. Ведь Аллах сведущ во всем, что вы делаете, и не остается в небрежении к вашим деяниям и накажет вас за них, если не будете благодарны за его благо. Неужели вы, о верующие, так желаете, чтобы эти люди, иудеи, приняли вашу религию, встали на вашу прямую дорогу, в то время, когда среди них распространились разные мерзости, отклоняющие их от веры в истину, и некоторые из них, раввины, слушали слово Аллаха и его заповеди, которые были написаны в Торе, но искажали истину и намеренно утверждали неправдивое слово, хотя знали, что нельзя искажать слово Аллаха. И когда лицемеры из них встречали тех, которые уверовали, они, обманывая их, объявляли, что и они уверовали, и что Мухаммад тот пророк, который описывается в Торе. Но когда они находятся со своими соучастниками наедине, те порицают их за то, что они обсуждают с мусульманами посланничество Мухаммада, так как во время обсуждения этого вопроса
нечаянно могли бы сказать то, что могло пойти на пользу противникам. Например, подтверждение в Торе атрибутов пророка Мухаммада. Таким образом, они сами дают против себя доводы для обвинения в судный день. Разве они не ведают, что Аллах знает то, что они скрывают, говорят шепотом или тайно думают, и все мысли и чувства в их сердцах, и то, что они обнаруживают, и все сказанное ими? Среди иудеев есть неграмотные невежды, которые не знают текста Торы. Они знают только то, что раввины ставили целью донести до них. И те знания, которые раввины им открыли, были ложными, но соответствовали их надеждам и предположениям. Раввины же уверенно внушали им, что это истины из Писания. Горе тем раввинам, которые пишут книги Аллаха по-иному своими скверными руками, используя такие предложения и обороты, после введения которых текст приобретает иное значение, и которые они ложно приписывают Аллаху, чтобы изменить истину ради быстротечной жизни и получения ничтожных мирских благ, что приводит к потере истины. Горе же им за то, что они измышляли на Аллаха и что написали их презренные и грязные руки. Горе им за то, что они неправедно и грешно приобретают. Неправильно думая, они говорят: нас не коснется огонь, разве только на несколько дней. Скажи им, о Мухаммед, разве вы взяли с Аллаха обещание, обеспечивающее в будущем спасение от наказания, и вы уже спокойно, зная, что Аллах никогда не нарушает своего обещания, или вы возводите на Аллаха то, чего вы не знаете? В самом деле, вы, люди, возводите клевету и ложь на Аллаха. Предписание Аллаха распространяется на всех, и иудеев, и неиудеев. Тот, кто совершил зло и грех окружил его, будет наказан в соответствии со своими грехами. Такие люди – обитатели огня, и в нем останутся навечно. А те, которые уверовали, творили благое и были благочестивы, будут радоваться и будут обитателями рая. Они в нем останутся навечно, потому что уверовали и делали то, что предписано им Аллахом. Кроме того, вы, иудеи, имеете грешное прошлое, в котором вы не выполняли свои договоры. И еще раз мы взяли в Торе обет с вас. Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха, к родителям благодеяния, как и к родичам, сиротам и беднякам. Говорите людям хорошего, выстаивайте им молитву, давайте очистительную милостинную закат. Вспомните, как вы отнеслись к этому обету. Вы его не выполняли и отвернулись, кроме немногих из вас, которые исследовали истину. И вот мы взяли другой договор с вас. Вы не будете проливать крови ваших братьев и изгонять друг друга из своих жилищ. Вы признали действительность этого договора, как сказано в вашей книге Торе, и подтвердили это. Опять вы пренебрегаете теми принципами, которые мы утвердили. Вы убивали друг друга и изгоняли некоторых из ваших людей из их жилищ и вступали в союз с их врагами. А если они возвращались к вам как пленные, вы обращались тогда к принципам Торы и выкупали их. Разве те же принципы не запрещали вам убивать друг друга и изгонять ваших людей из их жилищ? Разве вы веруете в одну часть книги и отвергаете другую? Тот из вас, кто это делает, будет наказан. Им нет другого воздаяния, кроме позора в ближайшей жизни. А в судный день они будут преданы жестокому наказанию в аду, где они будут сильно мучиться. Аллах знает, что вы делаете, и не останется невнимательным к вашим делам. Ведь они, о Мухаммад, предпочли ближайшую, не вечную жизнь с ее суетой, будущей жизни с ее вечным блаженством. Наказание им в гиенне никогда не будет облегчено, и никто им не окажет помощи и не спасет их. Вы, иудеи, знаете, что мы дали Мусе книгу Тору, и вслед за ним мы послали нескольких посланников, в том числе Иисуса, сына Марии, и даровали ему ясные знамения для того, чтобы вывести людей из темноты и суеверий, дать им свет для ума и духовного и умственного прозрения. Мы подкрепили его Духом Святым, Джибрилом, Гавриилом, да будет ему мир. Невероятно, что каждый раз, как посланник отправлялся к вам с божественными заповедями, которые ваши души отвергали, вы заносились,
Одних посланников вы объявляли лжецами, а других вы убивали. Таким же образом вы относились к нашему посланнику Мухаммаду, печати пророков. Вы ему сказали, когда он призывал вас к исламу: «Наши сердца глухи, и нет ни входа для твоих призывов к исламу, которых мы не понимаем. Истина же в том, что они возгордились и предпочли заблуждение праведному пути. Аллах проклянет их за неверие. Слабо они веруют в Аллаха». И когда пришел к ним наш посланник с писанием от Аллаха Кораном, подтверждающим истины с книги Торы, которая с ними, они отвергли его и отказались его принять, хотя в Торе ясно предсказано, что будет послан новый посланник. Событие, которое они ожидали все время, желая, чтобы оно произошло как можно скорее в помощь им, чтобы одержать победу над теми, которые были неверны. Но когда предсказание сбылось, и был послан посланник Мухаммад, а с ним был ниспослан Коран, они отказались признать истину Корана и не уверовали в него из-за упрямства и ненависти, и потому, что посланник был из другого народа. Проклятие же Аллаха над неверующими и подобными им неправедными строптивыми. Ничтожна цена, за которой они продали свои души во имя зла, греха и безнравственности, присущих им, и отвергли истину, полученную ими от Аллаха, как руководство к всеобщей правде из-за своего слепого фанатизма по отношению к своему народу, зависти и ненависти к тем из рабов Аллаха, кому Аллах ниспослал по своей милости посланника. Они навлекли на себя его гнев. Для них и подобных им неверных унизительное наказание. А когда говорят им: уверуйте в Коран, который ниспослал Аллах Мухаммаду, последнему посланнику, они отвечают, что веруют в то, что ниспослано им, подтверждая истинность лишь того, что с ними. Они не веруют в то, что ниспослано после этого, хотя они хорошо знают, что и эта истина соответствует Торе, которая с ними. Они лгут, потому что, отрицая истинность Корана, они отрицают истинность Торы. Скажи им, о Мухаммад, почему же тогда раньше вы избивали пророков Аллаха, если вы верующие? Неблагочестие и подлая зависть, отражающая ненависть к тем, которых выбрал Аллах, чтобы они получили Его милосердие, привели их к убийству пророков. И в этом явное доказательство их неверия в призывы посланников Аллаха. Вы, о иудеи, не уверовали в Писание и вернулись к многобожию еще при Мусе, ведь вам пришел Муса с ясными знамениями и чудом, доказывающими истинность его пророческой миссии. Но когда он ушел, чтобы молиться и обращаться к Богу, вы сделали себе тельца для почитания, вы вернулись к язычеству и совершили грех, будучи неправедными. Когда вам была ниспослана Тора, и вы увидели предписания Аллаха, они показались вам очень тяжелыми, и вы сомневались относительно их. Мы тогда взяли с вас договор и подняли над вами гору, а вы думали, что она разрушится. Мы сказали: бережно храните то, что мы даровали вам, и будьте послушны. Вы сказали, что вы уверовали и открыли свои сердца, но ваши поступки не соответствовали вашим словам, и в вашем поведении проявлялось открытое неповиновение. Ведь вера не наполняет сердца тех, которые оказывали почтение своему Тельцу. Скажи им, о Мухаммад, если это постулаты вашей веры, направляющие ваши поступки, то скверно то, что приказывает вам ваша вера, если вы веруете, как вы говорите. Скажи им, о Мухаммад, если вы действительно верите, что вечное блаженство в будущем жилище у Аллаха будет исключительно только для вас, то пожелайте скорейшей смерти, если вы правдивы. Но никогда они не пожелают смерти, потому что знают то, что уготовили их нечистые и несправедливые руки. Аллах хорошо знает про неправедных, которые совершили нечестивые поступки. Блаженство в будущей жизни будет только для богобоязненных, а не для неправедных, как вы. Ты найдешь, о Мухаммад, что они из тех людей, жадных до жизни, что желают долговечности, достойной или униженной, даже больше, чем язычники, которые не верят ни в рай, ни в воскрешение. Они хотят, чтобы им была дана жизнь в 1000 лет, но ничто не изменит их судьбу и не избавит от наказания Аллаха, даже если им будет дарована долгая жизнь. Ведь Аллах вездесущий, Он видит, что делают неправедные,
и накажет их за скверные деяния. Некоторые из них лгут, говоря, что они противостоят тебе и отвергают Коран, потому что они против Джибриля. Скажи им, о Мухаммад, что они должны понимать, кто был врагом Джибрилю, Гаврилю, враг Аллаху. Ведь он низвел Коран на твое сердце соизволения Аллаха для подтверждения истинности того, что было ниспослано до него, для подтверждения истинности и самой Торы, которая с ними. Коран является руководством к прямой дороге и божественной вестью верующим. Враги ангелов, посланников и Джибриила и Михаила, передающих и делающих только то, что им повелел Аллах, являются также и врагами Аллаха, ведь они не верят в Аллаха, а Аллах враг неверным. Мы не спасаем тебе, о Мухаммад, ясные аяты в Коране, в которые не могут не верить те, кто ищет истину, и никто не отказывается их принять, кроме неверных и порочных. Точно так же, как они колебались в своей вере, они колебались в своем обещании. Каждый раз, когда они заключали договор с мусульманами или с другими, среди них всегда находились такие, которые нарушали его. Ведь большинство из них не верует, не уважает договор и нарушает обеты. Когда-то, о чем сказано в их книге подлинной Торе, осуществилось и пришел к ним посланник от Аллаха Мухаммад, мир ему, о котором было упомянуто в Торе, и с ним Коран, подтверждающий подлинность Торы, которые с ними, некоторые из них, закрыли свои глаза на пророчество, сказанное в ней, отбросив Писание Аллаха за свои спины, как будто бы они не ведают о нем. Они верили тому, что их шайтаны и нечестивцы ложно измышляли о царствовании Соломона, говоря, что он не был ни посланником, ни пророком, которым ниспослано откровение от Аллаха, а был лишь колдуном, благодаря чему имел власть над джиннами, птицами и ветром. Но Сулейман не был неблагочестивым и непокорным, он не был неверным. На самом деле-то из них, которые обладали сатанинскими качествами, открыто не повиновались Богу, обучая колдовству людей, которым они занимались с помощью связи со злыми духами, используя знания, заимствованные из того, что было ниспослано двум в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но Харут и Марут не учили никого, не предупредив, что они искушают их и возбуждают зло, и предостерегали людей, чтобы они не были неверными. Но те, сатанинскими качествами, переняли только зло и учили людей, как и чем разлучить мужа с женой и другим подобным делам. Но они не могут вредить этому никому, иначе как за дозволение Аллаха. Они упорно старались обучиться этому искусству, которое вредило и не приносило им пользы, хотя и знали, что те, кто обретал эти знания, лишаются доли блаженства будущей жизни. Как же ничтожна была плата, за которую они продали свои души ради зла, если бы они только знали. А если бы они уверовали и были богобоязненными, то награда им пощада и благословение. И это было бы лучше для них, чем их измышления и нечестие, если бы они знали. О те, которые уверовали! Когда посланник передает вам откровение, и вы хотите понять и выучить его, и просите пророка читать медленнее, не говорите ему слово «райна», которое может произноситься по-еврейски с искаженным, нехорошим значением, и которое так произносят скверные иудеи, стараясь издеваться над пророком. Когда вы хотите, чтобы он уделил вам свое внимание, говорите «унзурна», «возри на нас», и внимательно слушайте, что пророк вам говорит. А для неверных, издевающихся над пророком, наказание мучительное в день воскресения. Не хотели бы те, неверные из иудеев, обладатели Писания, а также язычники, чтобы вам не спосылались благость и милость от вашего Господа? Они хотят вам только вреда. Но несмотря на их злобное желание, Господь одаривает своей милостью, кого пожелает, ведь Аллах – обладатель великой щедрости. Тебя просили, о Мухаммад, показать знамения, подобные знамениям, посланным Мусе и пророкам сынов Израиля. Мы поддерживаем тебя Кораном, и этого достаточно. Когда мы не поддерживаем следующего пророка знамениями, которые были ниспосланы предыдущему пророку, или заставляем их забыть, мы посылаем лучшие знамения, чем предыдущие, или похожие на них,
что свидетельствует о подлинности следующего пророка. Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью мощен? Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и над землей, и кроме Аллаха нет у вас людей, ни помощника, ни близкого, ни заступника, которые могут оказать вам помощь? Может быть, вы желаете просить у своего пророка такие же знамения, как ранее просили сыны Израиля у Мусы, желая видеть Аллаха своими собственными глазами? Ваша просьба к Мухаммаду скрывает ваше неверие так же, как и просьба сынов Израиля в те времена скрывала неверие. Кто заменяет веру неверием и предпочитает упрямство подчинения истине, тот сбился с прямого пути. Многие обладатели Писания из иудеев хотели бы из-за зависти отвратить вас, мусульмане, от вашей веры и ввергнуть вас в пучину неверия, боясь, что власть перейдет к вам. Хотя ясна им стала истина, как было сказано в их Писании: «Отвернитесь и простите их, пока Аллах не ниспошлет свое повеление по этому поводу». В самом деле, Аллах всемогущий, всесилен над каждой вещью. Совершайте богослужение, выстаивайте молитву, творите закат, то благое и доброе, которое вы уготовите для душ ваших в этой жизни, вы найдете у Аллаха как награду. Ведь Господь видит, что вы делаете, Господь вездесущий. Иудеи и христиане говорят, что никто, кроме них, иудеев и христиан, не войдет в рай Господний. Но это только их напрасные мечты и надежды. Скажи им, о Мухаммад, представьте ваши доказательства, если вы правдивы. Они не найдут никакого доказательства. Поистине, благочестивы те, кто творит добро. Их ждет награда в день воскресения. И не будет страха над ними, и не отягчит их печаль, а будут они в садах благоденствия. Иудеи говорят, что у христиан нет основы истинной веры, а христиане утверждают, что нет основы истинной веры у иудеев. И те, и другие приводят доказательства из своих писаний. Подобное же говорят и неверующие из арабов, которые пока не разумеют и ничего не знают об их писаниях. Они все неправы. В судный день Аллах рассудит их относительно того, в чем они расходились. Одно из проявлений их взаимной вражды и ненависти к мусульманам то, что некоторые из них разрушали друг у друга места поклонения Богу, а многобожники препятствовали мусульманам поклоняться Господу в неприкосновенной мечети. Неприкосновенная запретная мечеть Кааба в Мекке, святыня мусульман, место паломничества, основана Ибрагимом, Авраамом и его сыном Исмаилом с повеления Аллаха. На ее священной территории запрещены военные действия, ссоры, препирательства, азартные игры и тому подобное. Кто же нечестивее кто запрещает, чтобы в местах поклонения Господу славилось Его имя, стремясь разрушить эти святыни? Для них в здешнем мире позор, а в будущем великое наказание. Они не должны были совершать такого греха, а должны были охранять святые места и входить туда со смирением и благоговением. Они не должны были запрещать другим поклоняться Аллаху и славить Его имя в них. Если многобожники запрещали мусульманам возносить молитвы Господу в мечети неприкосновенной, то это запрещение не препятствовало мусульманам молиться и поклоняться Аллаху. И Восток, и Запад, и вся земля, все принадлежит Аллаху. Где бы мусульмане не совершали молитву, везде лик Аллаха, который принимает молитву мусульман. Аллах всеобъемлющ, вездесущ и всеведущ. Иудеи, христиане и неверующие говорят, что у Господа есть сын. Это ложь. Хвала Аллаху. Ему не нужен сын. Он владеет всем, что на небесах и на земле. Все ему покоряется и послушно. Зачем ему нужен сын? Он – Творец небес и земли, и все его воле послушно. Если он задумает какое-либо творение, то только скажет «будь», и оно будет. Многобожники из арабов проявляют большое упорство, выступая против призыва Мухаммада. Они ничего не разумеют и просят у Мухаммада знамения, как их предки просили у своих пророков, говоря: «Если бы заговорил с нами Аллах или послал бы нам знамения, мы бы уверовали». Так говорили сыны Израиля Мусе. Последователи Исы
просили, чтобы Аллах ниспослал им небесную пищу. Это потому, что слова и сердца у всех неверующих одинаковы. Верующие всей душой в Аллаха обладают ясным видением, верными знаниями. Им ясны знамения Аллаха. Мы послали тебя, о Мухаммад, с непреложной истиной, добрым вестником для верующих и увещевателем для неверных. И ты не будешь отвечать за неверующих, обитателей огня. Не утруждай себя, Мухаммад, тем, чтобы угодить упрямым иудеям и христианам. Они не будут довольны тобой, пока ты не последуешь их вере, которая, как они считают, является путем к Богу. Поистине, путь к Богу – это путь ислама. И тот, кто, постигнув истину, последует за их учением, тот не найдет в судный день ни близкого, ни заступника, который мог бы спасти его от мучений. Среди тех, кому не спасали Тору и Евангелие, есть люди, которые с достойным вниманием относятся к истинам, изложенным в этих писаниях, замечают искажения, веруют лишь только в истину ниспосланное им Писание, и, следовательно, веруют в Коран. Кто не верует в Писание, ниспосланное Аллахом, понесет большой урон. О сыны Израиля, вспомните мои блага и милость, которыми я одарил вас, когда спас вас от гнета фараона, потопив его. Мы же не спасали вам манну небесную и перепелов, и послали вам пророков и писания, и все, что вы имеете, вы получили от Аллаха. Мы же когда-то возвысили вас над всеми остальными людьми, избрав пророков из ваших людей. И бойтесь дня, когда душа ничем не сможет возместить за другую душу, и жертва не будет принята за душу, и Господь не примет за нее заступничество. Неверующим не будут в этот день помощи от Аллаха, и не найдут они защитников. Вспомните, как Аллах дал вашему праотцу Ибраиму указания, которые он в точности исполнил. Аллах сказал Ибраиму, что сделает его для людей имамом, религиозным руководителем. Ибраим спросил: «И из моего потомства тоже?» Аллах сказал: «Не получат заветного неправедные», и указал, что будут среди его потомства праведные и неправедные. Вспомните также историю строительства неприкосновенной мечети в Мекке Ибраимом и его сыном Исмаилом. В этой истории увещевание для тех, у которых чистые сердца. Вспомните, что мы сделали этот священный дом безопасным и надежным приютом для людей. И мы приказали людям сделать место стояния Ибраима при строительстве Каабы местом для молитвы. И мы заповедали Ибраиму и его сыну Исмаилу очистить дом от скверны и превратить в священное место для совершающих обход, преклоняющихся в молитве перед Аллахом и пребывающих в нем для поклонения Аллаху. И вот спросил Ибраим Аллаха благословить этот город и сделать его безопасным. Он молился, прося у Аллаха сделать этот город безопасным, наделить обитателей его плодами, тех из них, кто уверовал в Аллаха и в судный день. Аллах сказал: «И тем, кто не уверовал, я дам насладиться на недолгий срок, а потом накажу огнем в день воскресения. Скверно им это воскресение и возвращение». И вот Ибраим со своим сыном Исмаилом закладывает основы дома и к Господу обращается с молитвой, говоря: «Господи наш Творец, прими от нас это, ведь Ты слышишь нашу молитву и знаешь наши сокровенные желания. Господи наш, сделай нас двумя мусульманами, покорными Тебе, а из нашего потомства мусульманскую общину, преданную Тебе. Научи нас богослужебным обрядам в Твоем запретном священном доме и его окрестностях, и прими наше покаяние, если мы забылись или согрешили, ведь Ты прощающий, милосердный. Господи наш, и яви из нашего потомства посланника, который передаст им Твои знамения, научит их неспосланному Тобой Писанию и полезным знаниям, очисти их души, ведь Ты поистине велик и мудр в том, что Ты делаешь, приказываешь, запрещаешь». И как хорошо делал Ибраим, который молился Аллаху и ушел прямым путем истинной веры. А кто отвратится от веры Ибраима, кроме безрассудных со спящей душой, мы избрали его в ближайшем мире и в будущей жизни
он будет среди праведников и приближенных к нам. Господь сказал Ибрагиму: «Предайся нам». Ибрагим сказал: «Предаюсь Господу обитателей миров из джиннов, людей и ангелов». Ибрагим завещал это своим сыновьям: «О сыны, Аллах избрал для вас религию единого Бога, которой вы должны следовать. Не умирайте же, пока не предадитесь Аллаху». Яков, внук Ибрагима, также завещал это своим сыновьям. Вы утверждали, о иудеи, что вы следуете религии Якова. Разве вы были свидетелями, когда пристала Якову смерть, и узнали религию, которой он следовал? Узнайте, что Якуб и его сыновья были мусульманами, верующими в единого Бога. Они не были иудеями, как вы, и не были также христианами. Якуб, когда пришла к нему смерть, собрал своих сыновей и сказал им: «Кому вы будете поклоняться, когда я умру?» Они ответили: «Будем поклоняться твоему Богу, Богу отцов твоих, Ибрагима, Исмаила и Исхака, единому Богу, и ему лишь мы предадимся». Почему вы, иудеи, обсуждаете дело этих людей? Это был народ, который ушел в небытие. Они будут сами отвечать за то, что делали в своей жизни. И вы не будете в ответе за то, что они делали, а будете отвечать только за свои дела. Думая, что их писание самое лучшее, иудеи говорят: «Будьте иудеями, тогда пойдете праведным путем». А христиане говорят: «Будьте христианами, тогда пойдете праведным путем». Скажи им, о Мухаммад: «Ваши веры были искажены, а наш путь – это путь Ибрагима, ведь он не был из многобожников. Мы верим в ислам, который восстановил чистую, прямую религию Ибрагима». Скажите им: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что было ниспослано нам в Коране, и в то, что было ниспослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и его коленам, и в то, что было даровано Мусе и Исе без искажения, и в то, что было даровано всем остальным пророкам от Господа их. Мы не делаем различий между ними, веруя в одних и отвергая других, и предаемся Аллаху. Если они искренне уверуют в то, во что вы уверовали, то они пойдут прямым путем. Если они отвратятся и не будут слушать правду, то они будут всегда в разногласии с вами. О Мухаммад, алейхиссалям, Аллах сохранит и избавит тебя от их препираний. Он ведь все слышит и знает, о чем они думают. Скажите им, что Аллах повел нас прямым путем, послав нам новую религию. А что лучше религии Аллаха, и мы поклоняемся только Ему. Скажите им: зачем вы припираетесь с нами, говоря, что Аллах выбирает пророков только из вашего народа? Ведь Аллах – Господь не одного народа, а всех людей и всех творений. Он щадит, кого хочет, и награждает или наказывает каждого в зависимости от его деяний, а не от его принадлежности к тому или иному народу или его предкам. Нам за наши дела, вам за ваши дела. Аллах повел нас по прямому пути, и поклоняйся Ему мы всегда перед Ним искренне. Скажите им: зачем вы спорите с нами о том, что Ибрагим, Исмаил, Исхак, Якуб и их колено были иудеями или христианами, как вы? Вы знаете, что Тора и Евангелие были ниспосланы Мусе и Исе после этих пророков? Аллах нам об этом сообщил. Или вы больше знаете, чем Аллах? Аллах также сообщил вам об этом в ниспосланных вам священных писаниях. Не скрывайте истины, изложенные в этих писаниях. Есть ли еще кто-нибудь нечестивее того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха? Поистине Аллах не оставляет без внимания того, что вы делаете, и воздаст вам за ваше заблуждение. Лжесвидетельство наказывается во всех странах, и Аллах наказывает за это. В этом аяте говорится, что сокрытие истины является грехом, за который наказывает Аллах. Садакаллаху азим. И мы с вами сегодня прочитали и послушали суру Аль-Бакара мединскую до 140, от 1 до 140 аята. И прошу прощения, и мы закончим первый джуз, 141 аят. Первый джуз на этом заканчивается. Почему вы, иудеи и христиане, спорите об этих людях? Это народ, который уже ушел.
ему то, что он приобрел, а вам то, что вы приобрели. И с вас не спросят за то, что делали они. Садакаллахуль азим. Мы прочитали с вами первый джуз, с 1 по 141 аят. И в следующем эфире мы будем читать второй джуз, который уже, я надеюсь, будет завершением. Аллахумма шилиз, Аллахумма шилиз, Раббил алямин, рахманик, малик, евник. Sağlıkta, ağız birlikte, cevizlikte, zalim karşı barışmada nasip. Спасибо. Аллах emanet olsun.